Добрый вечер, это Якутия-24 в прямом эфире. Вы смотрите новости, с вами Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Сколько сегодня? Сводка по заболевшим COVID-19 за сутки по республике. Двойная дата. Сегодня День экономиста в России, 25-летие Минэкономики Якутии. Как работает ведомство, каковы планы по восстановлению экономики в период и после пандемии. 6-й в Якутии в селе Барагонцы Усть-Алданского района открыли IT-центр. «210 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки. По республике больше всего в Якутске – 122 человека. Среди районов наибольшее число случаев выявили в Алданском районе – 11 и в Сунтарском – 8. В Улусах создана система для лечения коронавируса. Больницы оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, оборудованием и лекарствами. Мониторинг по их наличию и койкам проводится один раз каждый день, сказали в оперативном штабе. В этом году 25-летие отмечает Министерство экономики Якутии. Это ведомство стоит во главе всех экономических преобразований в республике. Самая первая задача, которую предстоит решить в самое ближайшее время, это минимизировать негативное влияние пандемии на состояние экономики региона. На реализацию антикризисных мер будет выделено 22 миллиарда рублей, в том числе 2 миллиарда на налоговую поддержку. Каков план восстановления экономики, разработанный министерством? В теме разбиралась наш корреспондент Юлия Михайлова. Из-за ограничений в связи с COVID-19 в Якутии пострадали многие сферы экономики, как и во всем мире. Потери понесли как небольшие субъекты малого бизнеса, так и мировые гиганты, транспортные, добывающие компании. Бюджет республики оказался под угрозой недополучения налогов. Министерством был срочно разработан план восстановления экономики, и этот план начал работать. Самый большой пласт работы – это все-таки работа с предприятиями, с субъектами малого и среднего предпринимательства. Да? Мы сейчас как раз прорабатываем совместно с Минпредом те льготы, которые могут быть предоставлены по специальным налоговым режимам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это поддержка отраслей, которые обеспечивают завоз, да, сезонный завоз грузов. Это поддержка ГУПа, ЖКХ, поддержка ЛОРПа. В частности, в октябре удалось вовремя и в полном объеме завершить завоз грузов судами ЛОРПа свыше 1 миллиона тонн, в том числе топлива, нефти, угля, ГСМ. На федеральном уровне будут поддержаны крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство моста через реку Лена. Более 6,6 миллиарда рублей направят на реконструкцию и строительство аэропортов. Продолжится финансирование дорожной сети региона. Также внесены поправки в региональный закон о налоговой политике. В том числе самое существенное, которое консолидирует в бюджет дополнительные доходы, это повышение ставки по налогу на прибыль для предприятий, участников региональных инвестиционных проектов. За счет этого дополнительно в бюджет будет поступать ежегодно около 2 миллиардов рублей. Также предусмотрены налоговые льготы для арктических резидентов. Предусмотрено двухлетние налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. В конце лета уровень безработицы в регионе достиг 7,7% от численности рабочей силы. Безработными на 31 августа 2020 года оказались больше 32 тысяч человек. На решение проблем с безработицей населения предусмотрен 331 миллион рублей. К концу следующего года, по нашим прогнозам, рост внутреннего регионального продукта должен составить не менее 3,5%. А также основными показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов населения и снижение уровня безработицы не менее чем до 6,9%. Снизить угрозу заражения COVID-19 помогают многие сервисы, позволяющие получать услуги бесконтактно. Еще 4 года назад в МФЦ оформляли документы в электронном виде 120 тысяч якутян. В 2018 году уже 700 тысяч. И в дальнейшем количество таких получателей услуг будет только расти. В условиях сегодняшнего, когда весь мир работают в условиях пандемии, дистанционные формы получения услуг пользуются наиболее востребованностью. И в этой части мы помогаем людям, в том числе поддерживаем их
подсказываем, как им оформить эти услуги в электронном виде. План по восстановлению экономики будет реализовываться одновременно со стратегией социально-экономического развития региона до 2032 года с видением до 2050 года. За 13 лет предстоит нарастить темпы роста новых направлений экономики, войти в цифровое пространство, сократить вдвое бедность, увеличить благосостояние жителей региона и продолжительность жизни с 73 лет до 89 лет. Юлия Михайлова, Семен Семенов, Якутск. Новые федеральные авиационные правила, утвержденные Министерством транспорта, смогут стать толчком для развития малой авиации в республике. Об этом сообщают представители авиаотрасли региона. Новые правила, вступающие в силу с 1 января 2021 года, разрешают частным воздушным судам перевозить грузы и выполнять другие функции. Подробнее о значении вводимых изменений в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. С нового года легким самолетам и вертолетам, которые относятся к малой авиации, будет разрешено доставлять больных, медгрузы и персонал. Также вести разгрузку и погрузку, проводить ледовую разведку, искать пропавших людей, вести отстрел волков. Заказчиками могут выступать как частные компании, так и региональные власти. Основная цель была, чтобы именно обеспечить транспортную доступность и обеспечение продуктами, товарами и грузами и так далее наших отдаленных услугусов. Потому что раньше категорически запрещалось, допустим, из районного центра, привезли картошку, дальше уже надо было только машины. Кроме этого, в новых авиационных правилах существенно упрочены требования для получения так называемого сертификата эксплуатанта по выполнению авиационных работ. Малая авиация в сегодняшний момент работала только сама на себя. Можно было съездить там на охоту, на рыбалку, на отдых, да? А вот это изменение открывает вопрос коммерческого использования малой авиации, использования в народном хозяйстве, использования для решения задач, которые стоят по обеспечению транспортной доступности в Республике Саха-Якутия. Это открылась дверь, ее нужно сейчас достаточно хорошо использовать и внедрять. Сегодня больная тема для якутян – это дорогие тарифы на пассажирские авиаперевозки даже внутри республики. Допустим, билет из столицы Якутии до Чакурдаха обойдется пассажиру не менее чем в 20 тысяч рублей. Билет, как нам сообщили, состоит из 6 частей. Примерно 25% от цены билета уходит на оплату ГСМ. Около 13% – это поддержка летной годности или цена за ремонт и техобслуживание. Далее сборы аэропорта, которые составляют более 20%. Следующее – это сухой летный час или иначе накладные расходы компании. 1% – это метео и аэронавигация и, наконец, лизинг, то есть аренда самолетов, которая составляет 14%. Для снижения цен на билеты Ассоциация малой авиации республики на данный момент добивается удаления из списка самых дорогих пунктов. Нам необходимо отработать это правительство вместе с правительством и обнулить аэропортовые сборы. Второе – это, как предлагают полярные линии, хотя бы возместить транспортные расходы, чтобы топливо в Оленьке и в Якутске были одинаковые по всей республике. По сообщениям специалистов, прежде всего необходимо, чтобы малая авиация вышла на коммерческое использование, чтобы наладить конкурентную среду в обеспечении транспортной доступности в Якутии. Наличие такой альтернативы приведет к снижению цен на авиаперевозки. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Шестой в Якутии IT-центр открыли сегодня в Барагонцах Усть-Алданского улуса. Он должен стать ядром цифровой трансформации района. Только благодаря энтузиазму, высокой цели и командной работе можно изменить мир, отметил министр инноваций республики Анатолий Семенов. IT-центры работают в Сунтарском, Мегинакангаласском, Намском, Среднеколымском, Нюрбинском районах. До конца этого года центры также откроются еще в Мирнинском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Нюрбинском и еще в Мегинакангаласском улусах. К 2024 году в районах республики планируется открыть 17 таких IT-центров. Сегодня век быстрого интернета, неважно, где ты находишься, в Якутске, там, в Сингапуре или в Сан-Франциско, можно и в Барагонцах делать IT-продукцию и экспортировать его по всему миру. Да, и вот мы сеть такую создаем в районных центрах. Очень рад, что Усть-Алданский район, у них была одна из сильных заявок. В Амге сотрудники прокуратуры совместно с отделом Амгинского района мирового суда ежегодно проводят тематические конкурсы рисунков и викторины. В этом году в связи с пандемией все мероприятия проводят в онлайн-формате.
На днях организаторы провели конкурс рисунков на тему «Мы за здоровый образ жизни» среди учащихся Чапчелганской школы. Как отмечают сами организаторы, важную роль в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних занимает организация досуга детей, вовлечение их в социальные проекты. Через творчество дети учатся выражать свое негативное отношение к правонарушениям. Всего поступило 30 рисунков. Из них мы выбрали 3 достойных рисунка, и сегодня их наградили, вручили им свои подарки и грамоты. В дальнейшем еще будем проводить в других школах, в том числе в сфере противодействия экстремизму, профилактики правонарушений. И еще, может, тесты придумаем. В селе Бердигостях Горного района реализован первый в России дизайн-код в сельских поселениях. Что это значит, что из себя представляет этот проект, рассказывает наш корреспондент. Дизайн-код создается с учетом мнения людей, ведь именно им жить в этом селе. Особое внимание уделяется территориальной фирменной идентике. Это то, с чем ассоциируется определенный населенный пункт. В ходе общения с жителями идентикой села Бердигостях стала сосна. Брендинг села Бердигостях разработали студенты Арктического института искусства и культуры. И когда они собирали идеи, понятно, что это же должно в первую очередь идти от жителей. И вот здесь вот и проводили конкурсы, и делали опросы, и сами люди предлагали абсолютно разные идеи. Вот студенты разработали множество вариантов. Мы же их вовлекли прямо в учебный процесс. То есть в процессе учебного курса каждый студент одной группы, они прям человек 15, разрабатывали свои варианты. Потом эти варианты все мы выносили на обсуждение. Люди еще раз обсуждали, отбирали то, что им больше понравилось. Первым реализованным проектом дизайн-кода стал арт-сквер ЭЕ. Автором сквера, а также куратором всего проекта «Дизайн-код» является архитектор архитектурного бюро «База-14» Леонтий Туралысов. Сквер построен в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Задумка нашего автора-архитектора удалась почти на 100%. Вся функциональная зона, мы ее комплексно синхронизировали с идеей, да, можно так сказать, синхронизировали с идеей автора, и все получилось эргономически удобно. На основе выбранного жителями символа сосны созданы фирменные знаки, элементы навигации и малых архитектурных форм. Планируется замена адресных табличек по брендбуку, проведение ремонта фасадов зданий. Всего к Егроманчары в Горном Улусе строятся 5 крупных объектов. И все они будут выполнены с элементами дизайн-кода села Бердигостях. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горный Бердигостях. Таковы новости к этому часу. Итоги сегодняшнего дня подведем в программе «Итоги дня» в 20:00. Оставайтесь на канале Якутия 24.